Остинские дзюдоисты каждый год показывают отличные результаты на различных российских и европейских соревнованиях. 2018 не стал исключением. 10 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых медалей завоевали наши спортсмены. Каким был путь к этим победам? Все подробности в материале Феликса Бритаева. Светлана Чельзева занимается дзюдо 8 лет. Считает, что путь к успеху непростой. Добиться хороших результатов возможно только приложив максимум усилий. Совсем недавно Светлана выступила на чемпионате Северокавказского федерального округа и стала первой. Естественно, сопротивление было, и борьба нелегкая была, но за счет техники и выиграли. За медали в этом году боролись и другие осетинские спортсмены. Один из лидеров осетинской школы дзюдо, Инал Тасоев, в уходящем году принес сборной медаль первенства Европы в Загребе. Успешно молодой человек выступил и на чемпионате мира в Баку. Для меня он, наверное, прошел достаточно удачно. Я выступил на нескольких мужских стартах и поборолся на чемпионате мира, хоть и в командном, но все равно. Наверное, больше всего запомнилась схватка с азербайджанцем. Он за день до этого стал вторым в личном зачете. И мне удалось его выиграть в командных соревнованиях. И схватка с немцем, когда смотрел Владимир Владимирович, тоже эта схватка запомнилась, потому что я еще посмотрел на него наверх, и он там хлопал, поздравлял. По словам главного тренера команды Алика Бекузарова, в весовых категориях до 100 килограммов и выше у команды всегда были успехи. И в уходящем году североостинские дзюдоисты лишний раз подтвердили – награды у них заслуженные. Инал все схватки свои выиграл прекрасно, отборолся. И в том же мире, кто на мире был вторым в Баку, его же выиграл за бронзовую медаль буквально за 10 секунд, поэтому... успешно он отборолся на мире, Инал занял 3-е место. После Нового года дзюдоисты едут в Италию на сборы. Там уже с новыми силами будут готовиться к новым турнирам и победам. После Нового года 2 числа мы уже выезжаем в Италию. Там будет 4-дневный сбор. После Италии сразу едем в Австрию. Там тоже у нас недельный такой сбор будет, набаривание. Оттуда уже поедем домой на 3-4 дня, а потом уже будут сборы в Грозном. И там уже будет оглашаться состав, кто поедет на какие турниры. Дзюдо или мягкий путь. Интерес к этому боевому искусству в республике неуклонно растет. Урожай медалей в уходящем году внушительный. 10 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых. Следующий чемпионат мира в 2019 году пройдет в Японии. На нем осетинские спортсмены тоже намерены отличиться. В хорошем смысле этого слова. Феликс Бритаев, Аслан Суанов, Новости Осетии.